хорошо рассказали, так доступно, правда же, нашему уму и сердцу. И я просто хочу сказать, действительно, Кизим Мичиев, он есть, он был, он есть, он будет. Потому что он и сейчас помогает нам жить, он дает нам мудрые советы. И он опора нашего народа. И вот действительно с созданием этого сайта, ведь нормальные люди стремятся к тому, чтобы мир стал чище, стал лучше, добрее, светлее. Он и сейчас освещает этот мир собой. А еще я хочу тоже рассказать историю о том, что вот в 1942 году рукопись Кизима Мичиева была сдана в редакцию, в типографию. Но вы знаете, что в 1942 году немцы были у нас в Нальчике, да? И вот когда они бомбили Нальчик, эти рукописи сгорели. И вы знаете, ни один классик мировой литературы не может похвастаться тем, он, конечно, не стал бы, но не может похвастаться тем, чем может похвастаться Кизим Мичиев. После возвращения балкарцев на родину стихи. Откуда вы знаете? Думаете, восстановленные? Кайсым Кулиев организовал экспедицию, и вот эта экспедиция ходила и как жемчужина на нить нанизывала и собирала творчество Кизима Мичиева. Вы думаете, из рукописей? Нет, из устно. Народ их знал наизусть. Вы можете себе это представить? Какой классик мировой литературы может похвастаться этим? Да ни один. Я не сдержалась и решила вам об этом сказать. Я очень рада. Я поздравляю всех участников создания этого сайта. И особую благодарность я считаю, от имени всей аудитории хочу выразить фонду «Энергия созидания». Это их не первый проект. Вы знаете о том, что был создан сайт Кайсыма Кулиева. Кайсым бы, конечно, нас поругал, что этот сайт создан раньше, чем сайт Кизима Мичиева, потому что он всегда, как знамя, нес впереди себя имя Кизима. Он на него равнялся, он считал его своим учителем. Спасибо большое фонду «Энергия созидания». Конечно, об этом мечтали все здесь присутствующие. Я думаю, наша аудитория более многочисленна, тех, кто об этом думал и хотел этого. Но создали этот сайт именно люди